Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции, дорогие друзья, в начале эфира мы предлагаем вам обратиться к прогнозу погоды. Итак, сегодня, 9 декабря, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха минус 30, минус 40 градусов. Днем ожидается минус 29, минус 38. Заречье минус 29, минус 37 утром. Днем минус 28, минус 36. Южные улусы минус 16, минус 25 утром и днем минус 17, минус 21 градус. Вилюйские улусы минус 28, минус 37 утром и минус 29, минус 37 днем. Нижнеленские улусы утром минус 31, минус 39, днем минус 33, минус 40 градусов. Западные улусы утром минус 13, минус 26, днем минус 12, минус 27. Колымо-Индигирские улусы утром ожидается минус 19, минус 38, днем минус 23, минус 38. Янские улусы утром минус 29, минус 42, а днем минус 29, минус 42. Северо-западные улусы утром минус 28, минус 38, ну а днем ожидается минус 25, минус 39 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 38 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается минус 35, минус 37 градусов. Ну и хотелось бы отметить, что для учащихся с 1 по 5 класса сегодня в Якутске объявлены активированные дни. Ну что ж, друзья, сейчас я хочу передать слово моим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о главных событиях в республике и стране. Эфир продолжает новостной блок. Новый день, встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Регионам перечислят средства на развитие промышленности. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу накануне. Такие трансферты могут предоставить на возмещение части затрат промышленных предприятий, на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций в рамках реализации инвестиционного проекта, а также на оплату части первого взноса предприятия при заключении договора лизинга. При этом устанавливается, что возмещение может составлять не более половины затрат и не более 10 миллионов рублей на одного заявителя. Путин внес в Госдуму законопроект о реформе работы детских школ искусств. Предлагается при приеме в колледжи и техникумы отдавать приоритет наиболее одаренным абитуриентам. Согласно документу, Минкульт будет определять число бюджетных мест для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств, а также устанавливать порядок организации занятий детскими школами. Ранее Минкульт разработал проект, по которому абитуриенты, окончившие школы искусств, могут получить приоритет при зачислении в творческие колледжи и техникумы. Упор на агропромышленный сектор сделали в Майской СОЖ Амгинского района. Там ведут подсобное хозяйство и имеют 2 гектара собственной пашни, где дети обучаются основам ведения крестьянского хозяйства. Каждый год в учреждении приезжают молодые специалисты. В этом году прибыло 2 педагога. Школа тесно сотрудничает с предприятием «Лорпа», где работал меценат школы, который родился и вырос в Покровске. Коллектив речного пароходства ежегодно предоставляет выпускникам школы путевки на тур «Ленские столбы». Также готовят подарки первоклассникам. У нас сохранились теплые и взаимоотношения с семьей Евгения Леонидовича благодаря работе его дочери Чистяковой Ирины Евгеньевны. В нашей школе действует проект «Побратимы», в которой мы сотрудничаем с Московской школой 1541. В 2017 году мы ездили туда, да? В
школах Якутии предлагают ввести предмет или курсы по кибербезопасности. Также проводить классные часы с участием родителей и школьников, где будут рассказывать о плюсах и минусах интернета и как защитить себя от мошенников. В столице региона провели круглый стол на тему кибервымогательства в форме онлайн. Ежегодно тысячи пользователей подвергаются таким атакам. Участники мероприятия рекомендуют не поднимать трубку, если вам звонят с неизвестного или подозрительного номера, не отвечать и не перезванивать, если на ваш номер поступили сообщения о снятии денежных средств с ваших банковских карт. Также необходимо создавать сложные и длинные пароли к персональным аккаунтам. У нас идет прирост большой. Сейчас у нас порядка 1800 таких преступлений, дистанционных хищений. Вот. Ну и в период пандемии, конечно, очень большой скачок произошел. Ну, соответственно, не давать свои конфиденциальные данные, особенно банковской карты. И если это какой-то интернет-заказ, то необходимо сначала получить товар, а потом уже его оплатить. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Таковы главные новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег и надеемся, что сегодняшний день вам, дорогие друзья, запомнится только положительными и хорошими событиями. Ну а сейчас мы хотим предложить вам нашу традиционную рубрику под названием «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, мы узнаем из следующего материала. Удачный и благоприятный день сегодня у овнов. Решить многие задачи удается быстрее, чем вы ожидали. И у вас остается достаточно времени для каких-то интересных дел, встреч со старыми друзьями, да и просто для отдыха. Полезно будет вспомнить о давнем хобби. То, чему вы когда-то научились просто из интереса, неожиданно окажется полезным. У тельцов начало дня будет непростым, но со временем ситуация изменится к лучшему. Поэтому запаситесь терпением и не спешите с выводами. Стоит с особой осторожностью относиться к предложениям. Также постарайтесь быть разборчивее в контактах. Общение с сомнительными личностями может оказаться очень вредным. Близнецам важно правильно оценивать ситуацию. Вы склонны строить иллюзии и переоценивать свои возможности, а потом страдать, когда игнорировать реальное положение дел станет невозможно. Измените точку зрения, и вы увидите, как лучше действовать, чтобы достичь поставленных целей. Раки. Не откладывайте важные дела и ответственные встречи. Для них подходит утро, а вот потом влияние негативных тенденций даст о себе знать. Могут возникнуть затруднения. Лучше не рисковать деньгами, особенно чужими или взятыми в кредит. Сегодня интуиция может вас подвести. Львы. Очень благоприятный день для любых полезных дел. Вам удается сосредоточиться на важном и не отвлекаться на все остальное. Именно это позволяет быстро достичь нужных результатов. Не бойтесь экспериментировать или браться за что-то новое. Вам будет сопутствовать удача. У Девы сегодня сложный день. Вы часто переживаете из-за пустяков, а вот что-то важное можете упустить из виду. Не стоит слишком много думать о прошлом или отдаленном будущем. Такие мысли притупляют ваше внимание, не дают сосредоточиться на текущих делах. Возможны разногласия со старыми знакомыми. Этот спокойный день для Весов едва ли ознаменуется какими-то значительными событиями, но в целом сложится удачно. Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Чем меньше вы заняты, тем лучших результатов можете достичь. Сегодня нежелательно делать крупные покупки, если они не были запланированы заранее. Скорпионы. День подходит для общения. Хорошо проходят любые важные встречи. Вам удается найти подход к людям, которых вы прежде не понимали. Не исключено начало плодотворного сотрудничества или работы над совместным проектом, благодаря которому перед вами вскоре откроются новые перспективы. У стрельцов удачный, плодотворный день, обещающий прогресс во многих делах. Вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если проявите изобретательность, не побоитесь смелых экспериментов. Часто оказываются самыми удачными те решения, которые подсказывает интуиция. Непростой день для козерогов. Найти общий язык с окружающими удается не всегда. Часто возникают конфликты, которые заставляют вас нервничать. Трудно будет довести до конца дела, начатые раньше. Может выясниться, что вы чего-то не учили или не заметили. Водолеи. В важных делах старайтесь рассчитывать только на свои силы. К сожалению, сегодня мало кому можно доверять. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг. Возможно, увиденное натолкнет вас на какие-то интересные мысли и подарит новые идеи.
Для рыб день будет очень спокойным. Вы склонны переживать из-за пустяков, любые неприятности кажутся вам почти катастрофами. Не помешала бы поддержка, но получить ее вряд ли удастся. Желательно принимать решения, которые касаются денег. Это был гороскоп на канале НВК Саха. Надеемся, что звезды сегодня будут на вашей стороне. Вы добьетесь сегодня всех поставленных целей и задач. Ну что ж, дорогие друзья, прежде чем перейти к основным темам сегодняшнего эфира, мы хотим предложить вашему вниманию подборку интересных новостей. Итак, давайте начнем. Российские врачи рассказали о лекарствах, которые необходимо иметь в аптечке в период пандемии. В первую очередь специалисты рекомендуют запастись жаропонижающими препаратами, лучшим из которых, по их мнению, является парацетамол. Вместе с этим они отметили, что другой жаропонижающий препарат, ибупрофен, так и не реабилитирован после исследований, которые показали, что он ухудшает течение заболевания. Эксперты также посоветовали приобрести капли в нос. Помимо этого, врачи призвали граждан не злоупотреблять витамином D. Его чрезмерное использование может привести к поражению сосудов и почечной недостаточности. Врачи также отметили, что ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и противовирусные препараты и заниматься самолечением без соответствующих рекомендаций специалистов. Негативные последствия могут быть от злоупотребления не только лекарствами. Как выяснилось, чрезмерный прием в пищу мандаринов может не лучшим образом отразиться на состоянии некоторых людей. По словам специалистов, употребление мандаринов следует ограничить аллергикам, а также людям, которые следят за своим весом. Врачи отмечают, что мандарины могут негативно отразиться на фигуре из-за содержания большого количества фруктозы. Сообщается, что ее содержание в мандаринах больше, чем во всех остальных цитрусовых. Врачи заявляют, что людям, которые хотят похудеть, а также тем, кто страдает ожирением и сахарным диабетом, следует ограничить употребление мандаринов до 2 штук в день. Исключить эти фрукты из рациона следует, если имеются аллергические болезни, поскольку есть вероятность развития крапивницы, аллергического насморка или даже удушья. Подготовка к праздникам идет и на борту Международной космической станции. Накануне корабль Cargo Dragon корпорации SpaceX доставил экипажу МКС угощение к праздничному столу. Так, на орбиту были отправлены жареная индейка с клюквенным соусом, вишнево-черничный сок, печенье и ванильный капучино. Всего корабль доставил на станцию около 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов. Стыковка американского корабля была проведена в 13:40 по времени восточного побережья США. В данный момент на МКС работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Куть-Сверчкова, а также астронавтов НАСА Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Джакса Саути Нагути. Друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЕКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4-й километр, дом 2, Чернышевского, 51/2, Жарницкого, 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость. Далбар хотун. Сахачахтарын маанылах, ымылах, өрө тудар күндүада. Далбар хотун эдерген кысоготтон, эрге сүттер кемче кийиттен, оготун түйүгер көтөхпүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тахсар. Ах, суруттар Далбар хотун сурналы. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Устали от вируса гриппа и простуды? Рециркуляторы бактерицидные, защитные блокаторы, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, медицинские маски. Здоровье вашей семьи под надежной защитой с компанией «Стоп Вирус».
В любой сфере можно столкнуться с коррупцией. Коррупция не просто правонарушение, она подрывает веру в эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности. О любых фактах коррупции сообщайте на телефон горячей линии по номеру 50 70 70. Только сообща мы можем навести порядок в своем городе, в своей республике и стране. Аксыне 30 күнүгө ындыкасаха ахагасы бириге. Жол түһүлгете республикадагы бирек супербилистери ойноллар. One Toyota машина. Жокускайга 15 сыр участога онтон датын сынала билистер. Ойнитуга кыттар Матамир магазин сертификаттара Жокускайга улустарга атланалар. Саңа жылга жол түһүлгете Энжиагар. С вами вновь передача «Новый день». Напомним, мы работаем в прямом эфире. Итак, мы с большим удовольствием приступаем к нашей первой теме. Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Как же у нас в республике реализуется система мер по профилактике и противодействию коррупции, нам расскажет консультант управления при главе Республики Саха-Якутия по профилактике коррупционных и иных правонарушений Илья Жирков. Ну что ж, Илья, доброе утро. Доброе утро. Ну и давайте приступим, собственно, к беседе. Вот хотелось бы сразу отметить, да, для наших телезрителей, вот почему же этот день отмечается именно 9 декабря и с каких пор вот празднуется именно вот сегодня? Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Дата 9 декабря связана с тем, что именно в этот день в Мексике была открыта для подписания конвенция ООН против коррупции. И с 2004 года уже ежегодно отмечается по всему миру Международный день борьбы с коррупцией. А Россия, в свою очередь, ратифицировала данную конвенцию в 2006 году в числе первых. Поэтому... Говорим о том, что с 2004 да, по всему миру отмечается этот день. И вот сегодня, 9 декабря, вот у нас в республике какие мероприятия запланированы? В Республике Саха-Якутия нашим управлением проводится огромная работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по антикоррупционному просвещению и пропаганде. Так, согласно утвержденному плану в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, управлением и по инициативе нашего управления проводятся различные республиканские мероприятия. Некоторые из них уже начались, хочется остановиться на основных. Это республиканский конкурс рисунков для детей с 12 до 18 лет «Мы против коррупции», проводимый совместно с историческим парком «Россия. Моя история». Сегодня как раз последний день получения рисунков, принятия. По сводке на вчерашний день поступило уже более 160 работ. И по сегодняшний день продолжается прием работ на электронной почте нашего управления. Идет республиканская акция флешмоб по хэштегу «Взяток не даю, не беру» на официальных сайтах и страницах Инстаграм, в социальных сетях органов власти, организаций и учреждений. Пройдут очень интересные практические семинары для органов государственной власти, органов местного самоуправления и их подведомственных организаций по вопросам противодействия коррупции. Также 7 числа стартовало тестирование для населения в целях выявление своего знания антикоррупционного законодательства. Идет с 7 числа виртуальная выставка Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия «Мир без коррупции». Также вот сегодняшнего дня для населения открывается виртуальная выставка в Якутском государственном музее имени Емельяна Ярославского. Сегодня также начинается экскурсия по экспозициям исторического парка «Россия. Моя история» на тему «История борьбы с коррупцией в России». С 3 по 6 декабря на высоком уровне проведены межрегиональная игра моделирования заседания Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и республиканская игра «Командный турнир» по дебатам для школьников. Это по вопросам противодействия коррупции. Транслируется на телеканалах НВК «Саха» и «Россия-24» два наших социальных видеоролика антикоррупционной тематики, разработанные как раз-таки вашей компанией. Изданы полиграфические продукции в виде брошюр для формирования антикоррупционного просвещения школьников и молодежи. А также множество других мероприятий проводится на онлайн-площадках и в режиме видеоконференц-связи под эгидой нашего управления. Ну, впечатляющий такой, да, список мероприятий действительно запланирован на сегодняшний день. Вот, и, конечно же, все у нас в онлайн-формате, да, в интернет-платформах. Да, конечно, в связи со сложившимися обстоятельствами у нас все мероприятия проводятся в режиме ВКС. Да. Ну, отметили мы программу, да, и хотелось бы подробнее остановиться на практических семинарах. Вот, кто может принять участие в этих семинарах и кто будет выступать?
Да, вот эти практические семинары, они запланированы 10-11 декабря, то есть стартуют завтра, послезавтра, да, и они будут проведены для сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления и их подведомственных организаций и учреждений. В рамках данных семинаров ожидается выступление очень интересных спикеров. Это с управления президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, с Министерства труда Российской Федерации, а также с Министерства по контролю и профилактике правонарушений Тульской области. А также там будут выступать наши местные спикеры тоже. С 14 по 17 декабря пройдет на площадке «Точка кипения» акселерационный курс формирование антикоррупционного мировоззрения школьников и молодежи для образовательных учреждений, где в течение 5 дней слушатели могут разработать свои проекты, которые будут реализованы по антикоррупционному просвещению. Ну и вот хотелось бы также остановиться на теме тестирования. Да, у нас много мероприятий есть для детей. Вот дети рисуют, а взрослые, да, и дети постарше могут проверить свои знания в этой области. Вот как будет проходить тестирование и как принять участие? Вот это тестирование проводится ежегодно на портале команда.saha.gov.ru на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики. Мы в этом году решили провести тестирование в режиме конкурса, в формате конкурса, чтобы выявить лучшие коллективы. И по итогам данного мероприятия лучшие коллективы будут награждены кубком и благодарственными письмами нашего управления. Вот, нужно зарегистрироваться для этого на портал команда.saha.gov.ru. Основные условия участия на нашем официальном сайте управления можно. Ну что ж, Илья, большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Мы поздравляем вас с этим праздником и желаем вам успехов в дальнейших ваших в вашей работе, да? Ну что ж, друзья, ну а мы идем далее и хотим сейчас предложить вашему вниманию один очень интересный сюжет. Вот с приближением, да, новогодних праздников все люди начинают активно ходить по магазинам в поисках продуктов для праздничного стола, украшений и, конечно же, подарков. Следующий сюжет поможет вам сделать подарок своими руками, ведь не зря говорят, лучший подарок – это тот подарок, который сделан своими руками. Вашему вниманию предлагаем мастер-класс от ученицы 5 класса Татинского лицея Эвелины Петровой. Давайте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Петрова Эвелина, я учусь в 5 классе. Скоро Новый год, и я покажу, как можно сделать своими руками новогодний подарок в стиле кандаши из атласной ленты. Чтобы сделать одно такое украшение, надо 6 атласных лент, 7 сантиметров, и еще ленту, фетр, бусинки, клей-пистолет, зажимы, пинцет, резинки и свеча.
можно сделать такие украшения на елке, вот такие вот невидимки с Новым годом, и можно это подарить на Новый год. Замечательный вариант подарка от ученицы 5 класса Татинского лицея Евелины Петровой. Действительно, Евелина занимается замечательным делом, ведь такие увлечения, да, хобби, как утверждают психологи, являются очень хорошим решением в борьбе с нервами и стрессом. Ну, а, дорогие друзья, увлечения бывают весьма необычными, и моя коллега Ларина Сукуева нашла видео наиболее невероятных занятий на досуге. Давайте посмотрим. Настоящих художников частенько не понимали, а рассчитывать на одобрение, если твое хобби рисовать на грязных машинах, можно не всегда. Тем не менее, поклонников такого досуга все больше. Если при взгляде на пыльный бок авто вы чувствуете художественный зуд, то можно попробовать свои силы. Кто знает, может, с подобного увлечения начиналось все и у всемирно известной рукодельницы из Вильнюса. Сейчас девушка известна как обладательница одного из самых редких хобби в мире – вышивать крестиком по металлу. Чтобы придумать и соединить такое вместе, нужно, конечно, много фантазии. А чтобы сделать своим хобби путешествия, нужно много денег и времени. Но поклонники движения Toy Traveling успешно преодолели нехватку и того, и другого, заимев необычное увлечение – организацию туристических туров для любимых игрушек. Смысл в том, что если нет времени и средств путешествовать лично, можно отправить своего доверенного плюшевого представителя по почте в любую точку мира. Были бы на другом конце единомышленники, которые покажут и сфотографируют его на фоне разных достопримечательностей, чтобы было чем похвастаться в соцсетях. Вот Гоша в Ливадийском дворце слушает такую великолепную музыку. Кстати, о музыке и музицировании. Для многих это тоже приятное хобби, причем иногда довольно необычное. Тут все дело в том, на чем играть. Да-да, вас не обманывают ни глаза, ни уши. Это самая обычная двуручная пила. А как звучит? Впрочем, как легко убедиться, заглянув на просторы интернета, мелодию можно извлечь практически из любых подручных средств. И кастрюльные концерты с аккомпанементами водопроводных труб буквально залайканы подписчиками. Творить музыку, оказывается, можно из всего подряд, хоть и из ингредиентов для фруктового салата. Но кому-то важен инструмент, а кому-то определенно мелодия. Обладатель еще одного уникального хобби – вот этот среднего возраста англичанин, широко известный своей любовью к рождественским гимнам, да и вообще к зимним праздникам. В сети он известен под ником «Мистер Рождество», потому что его хобби, как он сам заявляет, отмечать этот чудесный праздник буквально каждый день. Последователей у поклонника Санта-Клаусов пока нет, но он верит, что когда-нибудь все же создаст клуб по интересам. Такие вот увлечения у людей, согласитесь, весьма интересные. Ну и в завершение этого блока мы хотим поговорить о спорте, ведь сегодня этой ночью российские футбольные клубы сыграли заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня в этот игровой день у нас выступили два российских клуба. Начнем мы с матча Краснодара. Краснодар, футболисты Краснодара в гостях в Лондоне сыграли в ничью с лондонским Челси со счетом 1-1. В составе хозяев поля результативным ударом отметился Жоржиньо, но что касается россиян, то в составе Краснодара голом отметился у нас Реми Кабелла. Таким образом, благодаря этой ничье Краснодар занял третье место в группе и добился путевки в Лигу Европы. Опередил он все-таки французский Рен. Ну а что касается лидеров этого квартета, первое место в этой группе занял как раз-таки лондонский Челси, имея в активе 14 очков. Вторым финишировала испанская Севилья, у которой 13 баллов. Поздравляем болельщиков Краснодара с выходом в плей-офф Лиги Европы. Согласитесь, это лучше, чем ничего. Ну и у нас «Зенит» сегодня проиграл дома на своем поле в Санкт-Петербурге. Проиграл он Дортмундской Боруссии со счетом 1-2. В составе «Зенита» отличился голом Себастьян Дриусси. У Дортмунда забил
забили Лукаш Пищик и Аксель Вицель. Таким образом, «Зенит» набрал 1 очко за 6 матчей и финишировал последним в своей группе. Выступал он в группе F, напомню, и остается он без ничего. Ну что ж, друзья, таковы итоги группового этапа Лиги чемпионов для этих футбольных клубов. Ну а сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, после которой мы вернемся и будем говорить об очень интересном конкурсе под названием «Новые имена Якутии». Оставайтесь с нами. Для тех, у кого снижен слух, мы подарим всю палитру звуков с помощью современных и качественных слуховых аппаратов. Звоните в аудиослух. «Алроса» ответственно относится к экологии Якутии, важнейшей территории своей деятельности. Поэтому в центре внимания компании изучение и охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, животного и растительного мира, почвы и климата. Сберегая природу Якутии, «Алроса» внедряет замкнутые способы производства, использует вторичную переработку отходов, переходит на альтернативные источники энергии. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. «Алроса» – якутская компания. В магазине «Унты» здесь большой ассортимент унтов для всей семьи. Женские унты разного фасона, мужские унты, ботинки из меха, кожи и замши, а также обувь для детей. Внимание, акция! Скидки от 3 до 5 тысяч рублей. Наш адрес: улица Редзинского, 24/6, рынок Монета. Видал? Мам, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на sbermarket.ru. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года. Эленарға хоту соғыру ден арақсываққа үйеләқ елейені кім қақытығытта сетімнеғын. Улу өбігелер бөт өтігестерін еңеріне сылжар қақып бұтығар, сұрутың, ағың, соргута көтіқсің. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. С вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. Ну и нам хотелось бы напомнить нашим дорогим телезрителям, что сегодня, 9 декабря, в связи с тем, что у нас в Якутске ожидается температура воздуха до минус 42 градусов, также ветер у нас от 1 до 3 метров в секунду, учащиеся с 1 по 5 классы города Якутска, они сегодня не учатся. Объявлены актированные дни. Ну что ж, друзья, сейчас, прежде чем приступить к ранее объявленной теме, мы хотим передать слово нашим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о главных новостях в регионе и стране на сегодняшний день. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Регионам перечислят средства на развитие промышленности. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу накануне. Такие трансферты могут предоставить на возмещение части затрат промышленных предприятий, на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций в рамках реализации инвестиционного проекта, а также на оплату части первого взноса предприятия при заключении договора лизинга. При этом устанавливается, что возмещение может составлять не более половины затрат и не более 10 миллионов рублей на одного заявителя. Путин внес в Госдуму законопроект о реформе работы детских школ искусств. Предлагается при приеме в колледжи и техникумы отдавать приоритет наиболее одаренным абитуриентам. Согласно документу, Минкульт будет определять число бюджетных мест для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств, а также устанавливать порядок организации занятий детскими школами. Ранее Минкульт разработал проект, по которому абитуриенты, окончившие школы искусств, могут получить приоритет при зачислении в творческие колледжи и техникумы.
Упор на агропромышленный сектор сделали в майской СОЖ Амгинского района. Там ведут подсобное хозяйство и имеют 2 гектара собственной пашни, где дети обучаются основам ведения крестьянского хозяйства. Каждый год в учреждении приезжают молодые специалисты. В этом году прибыло 2 педагога. Школа тесно сотрудничает с предприятием «Лорпа», где работал меценат школы, который родился и вырос в Покровске. Коллектив речного пароходства ежегодно предоставляет выпускникам школы путевки на тур «Ленские столбы». Также готовят подарки первоклассникам. У нас сохранились теплые и взаимоотношения с семьей Евгения Леонидовича благодаря работе его дочери Чистяковой Ирины Евгеньевны. В нашей школе действует проект «Побратимы», в которой мы сотрудничаем с Московской школой 1541. В 2017 году мы ездили туда, да? В школах Якутии предлагают ввести предмет или курсы по кибербезопасности. Также проводить классные часы с участием родителей и школьников, где будут рассказывать о плюсах и минусах интернета и как защитить себя от мошенников. В столице региона провели круглый стол на тему кибервымогательства в форме онлайн. Ежегодно тысячи пользователей подвергаются таким атакам. Участники мероприятия рекомендуют не поднимать трубку, если вам звонят с неизвестного или подозрительного номера, не отвечать и не перезванивать, если на ваш номер поступили сообщения о снятии денежных средств с ваших банковских карт. Также необходимо создавать сложные и длинные пароли к персональным аккаунтам. У нас идет прирост большой. Сейчас у нас порядка 1800 таких преступлений, дистанционных хищений. Вот. Ну и в период пандемии, конечно, очень большой скачок произошел. Соответственно, не давать свои конфиденциальные данные, особенно банковской карты. И если это какой-то интернет-заказ, то необходимо сначала получить товар, а потом уже его оплатить. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Таковы главные новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег. А сейчас мы приступаем к нашей следующей теме. Продолжается прием заявок для участия в республиканском конкурсе под названием «Новые имена Якутии». Сам конкурс пройдет в январе, и он станет юбилейным 20-м по счету. Подробнее об этом мероприятии мы поговорим с организатором и ведущим данного конкурса Еленой Ким Татариновой. Итак, Елена, доброе утро. Здравствуйте. Ну, отметили мы то, что конкурс проводится уже 20-й раз. Это действительно большой юбилей. И, конечно, поэтому в первую очередь хотелось бы спросить об истории этого конкурса. Когда он начал проводиться и как вообще возникла идея создания этого конкурса? Вообще в 1996 году был проведен самый первый конкурс. Но, в общем-то, было ясно, что этот конкурс нужен. И в 2000 году был проведен конкурс впервые, который назывался «Новые имена Якутии». Он был проведен при поддержке Иветы Николаевны Вороновой, которая возглавляла фонд «Новые имена», международный благотворительный фонд. И поэтому наше название «Новые имена Якутии», оно связано с, так скажем, с тем конкурсом, который она проводила в Москве. И она привезла к нам из Москвы чашу из гжели, в которой на момент начала конкурса загорается свеча. То есть у нас одинаковые традиции. Ну и, конечно же, мне хотелось бы отметить особую роль фонда «Баргары» в первые годы организации конкурсов. Он был очень таким верным партнером нашим. Но сейчас мне хотелось бы особо отметить таких партнеров, как ювелирный салон «Керги» и компанию «Камелек», которая предоставила прекрасные призы, которые вот сейчас мы видим здесь на столе. Ну вот да, видим наши призы, собственно, да, которые получат победители и призеры этого конкурса. Ну, прям как на соревнованиях, да, зажигается чаша, это прям олимпиада для творческих людей. Да, все очень серьезно. Ну что ж, мы говорим об этом конкурсе, и, как я понимаю, в этом конкурсе участвуют творческие люди, которые играют на инструментах, поют и делают все, что связано с музыкой. А если говорить о выпускниках этого конкурса, мы знаем то, что много известных людей, да, в свое время прошли через эту школу, и кого мы можем отметить? Вы знаете, имен очень много. Я просматривала имена лауреатов этих 20 лет. Почти все лауреаты и дипломаты конкурса связали свою жизнь с музыкой профессионально. Многие поступают и продолжают обучение в высшей школе музыки, в Якутском музыкальном колледже, в ведущих вузах в Москве, в Санкт-Петербурге. Ну, из наиболее ярких имен, вы знаете, все яркие, абсолютно все яркие.
И хотелось бы особо отметить, конечно, Александра Корякина, который ныне работает в Германии, Сергея Танина, от которого без ума была швейцарская публика, и в Швейцарии сняли о нем фильм. Обучается сейчас в Базеле, в Московской консерватории, в аспирантуре. Я могу сказать, что это полный состав государственного ансамбля скрипачей виртуозы Якутии, что это практически все, кто работает вот из наших, из якутян, в оркестре филармонии во главе с дирижером Павлом Васьковским. Это солисты театра оперы и балета Зинаида Колодезникова, Софья Матрена Семенова, Захарова Екатерина. И из последних имен вот Яковлев Никифор. Он учился как пианист, но принял участие в конкурсе как композитор. И в этом году он поступил на композиторский факультет Московской государственной консерватории. Это невероятная победа школы и, я считаю, вообще культуры Якутии. Ну, действительно, талантливый человек должен быть талантлив во всем. Ну, а как говорится, а судьи кто? Да, мы поняли, что участвуют очень перспективные люди, которые позже становятся, ну, добиваются таких успехов, да. А кто же сидит в жюри? Ну, в жюри сидят в основном ведущие преподаватели высшей школы музыки, но также в работе жюри принимают участие профессора, тоже ведущих музыкальных вузов России. И, кстати, хотелось бы отметить, вот многие думают, что у нас просто конкурс. Выходят дети, выступают. Программа конкурса очень обширна. Она выходит за рамки конкурсных выступлений. Здесь и концерты, и мастер-классы, и дети, которые приезжают из самых отдаленных улусов, самых краев, так скажем, снизу, с юга, из Нерюнгри, с севера, из Тикси, имеют возможность послушать выступления лучших музыкантов Якутии и приехавших из-за пределов Якутии, и побывать на мастер-классах ведущих профессоров. Ну вот мы говорили, да, о том, что в этом конкурсе вот участвовали люди, которые вот добились больших успехов. И как раз-таки мы сейчас имеем возможность поговорить с одним из победителей этого конкурса. С нами сейчас на прямой связи Сергей Лебедев, директор детской школы искусств номер 2 города Якутска. Как раз-таки недавно он был назначен на эту должность. Он, если не ошибаюсь, лауреат самого первого конкурса «Новые имена Якутии». Итак, Сергей, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что ж... Да, действительно, с конкурсом «Новые имена Якутии». Слышно меня, да? Да, слышно прекрасно. Ага, действительно, действительно, с конкурсом «Новые имена Якутии» связана вся моя жизнь, потому что именно одержав победу на первом конкурсе, да, вот я уже тогда, это в 2000 году, я уже понял, что, конечно, вся моя жизнь будет связана только с музыкой. На самом деле так и случилось, я сегодня с музыкой, это сегодня моя работа, профессия. И я недавно просматривал буклет 2000 года, он у меня сохранился, оказывается, да, действительно, оказывается, я играл такую сложную программу, да, и пользуясь случаем, я хочу, конечно, сказать огромное спасибо педагогу, да, который меня тогда подготовил, это, конечно, ее блестящая работа, это Альбина Ильинична Герасимова, Также, конечно, важно отметить, что в 2015 году этот конкурс вновь определяет мою судьбу. Когда я приезжал, я в то время жил и работал в Красноярске, и по приглашению оргкомитета я приехал на 15-летие этого конкурса. И когда я там играл сольный концерт и был членом жюри номинации фортепиано, и Тамара Прокопьевна Сафронова, художественный руководитель конкурса, да, в то время идейный вдохновитель этого конкурса, предложила мне приехать работать уже в родную высшую школу музыки. И, собственно, так и случилось. Я с 2015 года в Якутске, и я работаю в городе Якутске. Ну что ж, Сергей, действительно, большое спасибо, что подключились к нам, поделились своими впечатлениями. Мы поздравляем вас с этим успехом и продолжаем наш разговор с Еленой. У нас остается совсем мало времени. Мы говорим о том, что продолжается, да, прием заявок. Куда подавать заявки? На сайт Высшей школы музыки. На сайт Высшей школы музыки. Вы знаете, пользуясь тем, что осталось мало времени, мне хотелось бы еще раз отметить роль Тамары Прокопьевны. Действительно, она 17 лет возглавляла конкурс, Тамара Прокопьевна Сафронова. И хотелось бы поблагодарить всех педагогов и учеников, которые принимают участие, которые в эту стужу едут из дальних концов Якутии, работают, репетируют, чтобы принять участие в конкурсе.
Ну что ж, большое вам спасибо, что нашли время. Мы желаем вам удачи в организации этого конкурса, ну и в проведении, да, самого мероприятия. Ну а, дорогие друзья, мы напоминаем, что прием заявок у нас идет вплоть до самого конкурса. Он будет в январе. А сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, после которой мы вернемся. Оставайтесь с нами. Только 12 декабря вы сможете получить онлайн-консультацию в одном месте от всех ведущих застройщиков и агентств недвижимости. Среди участников будут разыгрываться сертификаты номиналом до 150 тысяч рублей, мелкая бытовая техника и скидки от застройщиков. Успейте оформить ипотеку и встретить Новый год в новой квартире. Подключиться к онлайн-ярмарке можно просто. Наведите ваш телефон на данный QR-код. Ждем вас всех 12 декабря с 11:00 до 15:00. Дом Клик. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Устали от вируса гриппа и простуды? Рециркуляторы бактерицидные, защитные блокаторы, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, медицинские маски. Здоровье вашей семьи под надежной защитой с компанией Стоп Вирус. В любой сфере можно столкнуться с коррупцией. Коррупция не просто правонарушение. Она подрывает веру в эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности. О любых фактах коррупции сообщайте на телефон горячей линии по номеру 50 70 70. Только сообща мы можем навести порядок в своем городе, в своей республике и стране. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тудар күндү ада. Далбар хотун эдерген кысоғыттын, эрге сүттер кемче кийиттен, оғытун түйігер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребәттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар далбар хотун суруналы. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. С вами вновь передача «Новый день», и мы приступаем к заключительному блоку. А в заключительном блоке мы будем говорить о спорте, а именно о смешанных единоборствах. Ведь у нас есть замечательный повод. Два якутских бойца подписали контракт с промоушеном Eagle Fighting Championship, владельцем которого, на минуточку, является непобежденный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. О дебютных поединках якутян на этом престижном турнире и их перспективах мы поговорим с президентом Федерации профессионального панкратиона Республики Саха-Якутия, руководителем команды Саха Wrestling MMA Иваном Охлопковым. Он сейчас с нами на прямой связи. Иван, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что ж, в первую очередь хочу поздравить вас с этим успехом. Мы знаем то, что два бойца дебютировали и вдвоем они одержали победы. Ну что ж, и, собственно говоря, об этом промоушене давайте мы еще раз отметим, Иван, что же это такое Eagle Fighting Championship? Во-первых, у нас принимали участие два бойца, Узаир Абдураков и Октябрин Яковлев. Узаир Абдураков выиграл свой бой. К сожалению, Октябрин Яковлев проиграл. Я вас поправлю чуть. Равный бой был, но по очкам узбекский боец был в этот раз сильнее намного. Ну, если говорить об уровне вот этого промоушена Eagle Fighting Championship, вот насколько вообще близок UFC от этого уровня? Эти ребята очень серьезные. Я думаю, скоро они догонят UFC, если такими темпами будут, как начали работать дальше. Ну что ж, это действительно хотелось бы отметить, для того, что для якутского ММА это большой шаг, большой успех. И хотелось бы, конечно же, вот пожелать нашим ребятам успехов в дальнейших поединках. Кстати, о дальнейших поединках мы знаем, что контракты у них подписаны на 3 боя, да? Да, Октябрин и Узаир подписали контракты. Вкратце об истории. Раньше эта организация называлась Gorilla Fighting Championship UFC. Там
президентом Гурьянов, и вице-президентом был мой друг Шамиль Зауров. И тогда уже я пытался якутских бойцов туда подписать, наших ребят. По каким-то обстоятельствам не получалось особо, но Шамиль всегда говорил, брат всегда говорил, жди, скоро будет все. Скоро якутских бойцов подпишем, и бац, как Хабиб выкупил организацию, наш непобежденный чемпион, и сразу наших 2 якутских бойца туда дебютировали. И сейчас на стадии подписания контракта наш еще один боец, Григорий Барашков. Третий на подходе. Также будет представлять флаг Якутии, и в весе Узаир Абдураков он будет представлять нашу республику. И примерно уже его первый, хотя контракт не подписан, примерно его бой уже как бы на стадии переговоров. Это, скорее всего, для начала предложит Владимира Осипова, который проиграл Узаиру Абдуракову. Ну вот говорим мы о том, что 2 якутских бойца, да, вот Узаир Абдураков и Октябрин Яковлев дебютировали в этом промоушене. А вот если говорить о ребятах вообще, вот что можешь сказать вот про Узаира и про Октябрина? Узаир, как сказать, тампонский воин, родом с Хасавюрта, села Байрамаул, очень напористый, очень порядочный, дисциплинированный боец. Если люди в день тренируются по 2 раза максимум, он делает 3. Если люди делают 3, он делает 4 тренировки в день. Так что он этим живет. У молодого человека, я смотрю, будущее в боях. Так что так держать, Узаир, только вперед. Об Октябрине Яковлеве рассказать, он родом из Сунтарского района. Перешел в ММА базовый боксер. Довольно-таки известный боец среди любителей ММА и панкратиона Якутии, ну и Дальнего Востока. Много раз защищал флаг нашей республики. Он работает спасателем в аэропорту города Якутска нашего. Ну и он тренировки совмещает с работой. Ну, парень талантливый и также как бы серьезный человек, уже возрастной, как бы, не в том смысле, а уже с головой подходит к этим, к тренировочному процессу и соревновательному этому. Да, вот, Иван, мы знаем то, что вот дебютные поединки, они прошли вот буквально на днях, да? Что касается вот следующих встреч, известны ли соперники и примерные даты? Следующие встречи, мне кажется, уже в конце января, скорее всего, Октябрин подерется, или же в начале февраля. А Узаир может подраться где-то в конце февраля, скорее всего. И там такое событие может быть, пока не будем об этом говорить. Там такие серьезные бои ему предлагают. Так что все на стадии переговоров и вдумка все, как говорится. А что касается вот Барашкова, вот мы говорим о том, что в скором времени он тоже подпишет контракт с этим промоушеном. Вот о сроках что-нибудь известно? Я думаю, Гриша тоже подерется, уже примет участие в дебют Eagles MMA Championship. Конец января, думаю, или также начало февраля, как и Октябрин Яковлев. А вот хотелось бы спросить у вас, да, Иван, мы знаем то, что вы до недавних пор выступали на самом высоком уровне, у вас также был контракт, действующий контракт с промоушеном Fight Nights, если я не ошибаюсь. Вот какова ситуация вот у вас со спортом? У меня нормально все. Все потихоньку идет своим чередом. Но увидим ли вас также на октагоне? Ну, особо громко говорить не буду, но контракт еще действует, так что особо расслабляться не дают.
Ну что ж, Иван, большое спасибо, что нашли время и вышли с нами на связь. Да, вот мы искренне рады, что действительно якутские бойцы дебютировали на столь престижном промоушене и ждем от вас, конечно же, исключительно хороших новостей. Мы желаем вам и вашим подопечным удачи. Ну что ж, и, конечно, обязательно еще увидимся с вами в прямом эфире. Желаем вам успехов. Ну что ж, дорогие друзья, мы отмечаем то, что 2 якутских бойца у нас дебютировали в промоушене под названием Eagle Fighting Championship. Напомним, это промоушен, которым владеет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Поздравляем наших ребят и желаем им удачи в дальнейших встречах. Ну что ж, а на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Эфир продолжат мои коллеги и Санга Кюн. Оставайтесь с нами. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.